Ну вот мы вышли вечером. Идем по вечернему Светлогорску. Куча автобусов. Все хотят кого-нибудь куда-нибудь увезти. Вот. Мы прогуливаемся. Хочу показать Владимиру. Да, магазин продукты. Владимиру Николаевичу хочу показать старый город. Водонапорную башню. Ну и вам, конечно же, тоже, естественно. Будем гулять. Вообще вечерний город отличается от дневного. Все немножко по-другому смотрится. У нас единственное, что камера записывает в пассивном режиме, то есть она без дополнительного источника освещения, и поэтому картинка может быть немножко темной. Да, но мы сейчас подойдем к очень сильно освещенным объектам, и будет все хорошо в этом плане. Так что не переживайте. Тем более, что тут все равно какое-то освещение есть на улице. Что-то видно должно быть. Мы же в Зеленоградске снимали, было видно. Так что и здесь должно быть видно. Все хорошо. Машинки такие цветные, красненькая, желтенькая. Желтенькие там таксишки, аж 3 штучки стоят. Бери, не хочу. Берите меня, езжайте со мной куда-нибудь, говорят такси. А все пешком ходят. Потому что погода прекраснейшая вечером. Заметил, Владимир Николаевич, ветер совсем утих. И вечером стало очень приятно на улице. Так интересно прям. Я хочу утром, очень рано утром подняться, чтобы мы сходили На сансет. Ой, санрайз. Я все время путаю. солнца. Вот видите, тут все шарики, фонарики пошли у нас. Все подсветочка пошла. Вот это и хотелось снять, вот как Светлогорск выглядит по вечерам, а как тут все светится, как тут все искрится до сих пор новогодними гирляндами, чтобы привлекать туристов, чтобы привлекать народ именно к себе. Именно вот сходите ко мне в ресторан, в кафе, сходите в мой магазин. Люди стараются обратить внимание других людей, и из этого весь город начинает сиять. Пойдем здесь, перейдем дорогу по пешеходному. Что странно, здесь, в отличие, если сравнивать с Зеленоградском, намного меньше автомобильное движение. Да, автомобильное движение в Светлогорске все внизу происходит. Там настоящая Чикаго, если спуститься с горы. А здесь, вот мы, кстати, подошли к Кёнигсбейкеру. Это тоже кофейня такая. Ну, она забегаловка, она не такая, конечно, как круассан. Кафе, в котором мы кушаем сейчас уже постоянно. Что тут продают? Посуда, лампа, горшки, чайники. Интересно. Собачка. Маленькая собачка. Еще щеночек. Тут продукты. Видите, как продукты сияют? Придите ко мне. Тут вот продают куры-гриль. Тут вот мороженое должно быть. Кафе мороженое. Там вот еще какое-то кафе. Полно всего. Вот натыкано в одном месте. В центре нашего Светлогорска. А мы хотим кое-что тут достопримечательности посмотреть. Вот здесь нужно пройти, чтобы их посмотреть. Вот сейчас сюда. Ух ты! Сегодня уже 23 февраля. Пора праздновать, конечно. Вот тут у нас есть на здании, не знаю, видно или нет, вот такой плакат и скульптура. Тут зонтики уже свернуты. Надо идти по тротуару дальше. Мы повернем сейчас к башне водонапорной. Ух, какая музыка играет. Классно. Аж весело так сразу. Музыка, да? Водонапорная башня. Вот она в темноте стоит. Не знаю, сможем мы ее показать или нет.
Мы поздно вышли немножко, но все равно хочется подойти поближе. Вот. Посмотреть на сверкающие деревья, которые тут сияют прям всеми цветами российского флага и так далее. Это явно вот российский флаг. Красный, белый, синий. Сделали. Обмотали как могли, как говорится. Ну, красиво все равно, приятно. Вот она в темноте. Силуэт водонапорной башни. На видео, к сожалению, Не, наверное, мы ее видно при не свете будет. дня тоже покажем. Вот тут зато есть блин, закусочная такая тоже. И вот башня. Ну, не знаю, ее, наверное, не видно. Пойдем в торговый центр Раушен, в честь башни названный. Интересно же погулять вечером. А как светится сейчас Янтарь-холл, в который не хочет идти Владимир Николаевич? Пойдем. Да ладно, я не знаю, интересно тебе, не интересно. Пойдем прогулять. Тут вот коньки-горбуньки. Морской конек стоит. Смотрите, вот украшают как могут реально свои магазинчики, чтобы все приходили. Тут кто во что горазд. Но когда я захожу в магазин янтаря в Светлогорске, это вообще шедевр. Я вам еще сейчас, если он еще открыт, я вам покажу его. Это просто фантастика. Вот тут вот миниатюра такая выполнена на стене города, да, вот старого. Симпатично смотрится. Вот. Тут дальше, значит, вся область Калининградская, сам Калининград. Тут вот Полесск, Черняховск, Правдинск, Гусев. Что тут написано? Советск. Советск — это граница с Литвой. А тут у нас что? Так. Балтийск. Светлогорск, Светлый Балтийск. Багратионовск. А где Зеленоградск-то? Решили избавиться от него, да? Или он на той половине? От него решили избавиться. Там есть еще дальше. Сейчас пройдем. Бювет стоит с минеральной водой. Для сведения. И есть очень-очень маленький выполненный Калининград, по-моему. Кёнигсберг старый, миниатюра. Башенки маленькие стоят. Сейчас покажу. Тут магазинчики. Домики симпатичные. Все напихано. Всяких магазинов. И вот такая прям аллея. Да, Янтарь-холла, все вот такие круглые фонари. Идешь, тебе везде светло. Вот тут лавочки есть. Можно сесть и сидеть, если ты хочешь. Можешь вечером, можешь утром, можешь днем. Вот тут всякие. Ювелир Пром разместил свой огромнейший плакат с украшениями. Тут всякие афиши висят. Вот интересно просто, да, как сам город живет. То есть не только его, в принципе, достопримечательности. Вот он, бювет. Там есть вода чисто минеральная. Ну да, он, наверное, сейчас закрыт. Но он присутствует здесь. Здесь можно набирать вкусную водицу. По-моему, покупать даже там. Не помню, как там это все устроено. Вот тут написано кое-что. Давайте посмотрим. Бювет с минеральной водой. Наряду с лечебным климатом. Что? Не выдается. Вот. Наряду с лечебным климатом, лечебными грязями, минеральная вода является одним из основных природных лечебных ресурсов курорта. Минеральные воды светлогорских источников преимущественно гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием йода и фтора. Используют для питьевого лечения. Бромистые хлоридные натриевые рассолы применяют для бальнеологических процедур. Бювет с минеральной водой был открыт в 2010-м. Относится к Светлогорскому военному санаторию. Вот так-то. Ну, раньше вообще было дело, что
давали здесь воду. Что-то изменилось, видимо, потом. Идем дальше. Ну, тут уже вообще все сверкает и искрится. Особенно этот двор великолепный. А вот тут вот Калининград, Кёнигсберг старый. Не знаю, видно, не видно. Вот такие вот башенки, домики. Да, я сейчас со всех сторон. Вот тут даже такой маяк есть симпатичный. Вот так. Здесь вот тоже. Вот, да, виднее здесь. Вот так вот сделали такую вот красоту здесь. И очень красиво, симпатично. Кто-то постарался, да, вот это все. Каждую-то надо было слепить, каждую-то надо было раскрасить. Вот сделали искусство. Это именно Калининград, старый Кёнигсберг, именно как вот он должен быть. Красиво. А вот янтарный магазин «Русский янтарь». Вот не раз и не два я его уже снимала. Не знаю, дадут снять или нет, вот по полной программе на камеру. Но хочу зайти. Не пойдем? Боится Владимир Николаевич, ладно. А вот тут вот есть фонтан такой. Нет, этот особенный. Там такие картины, там такое, ого-го. Вот здесь еще есть, ну, елочка стоит почему-то до сих пор, конец февраля, ля-ля-ля. А вот здесь есть такое дерево, и это дерево тоже украшено янтарными шарами. Да, но оно очень симпатичное, такие корни сделаны у него. Прям и лавочка, чтобы люди сидели. И вот тут вот присказка. 21 июля 2017 года случилось чудо. Целых 3 часа 47 минут. 1275 человек. Собирали 1420 метров. 401,8 килограмм янтарного чудесного настроения. А 1420 чего? Метров? Или тонн? Рекорды занесены в книгу вечности. Отзывы об этом событии отражены в книге почетных гостей в магазине «Русский янтарь». Вот этот магазин по адресу такая-то, да? Ну, Центральная площадь 2. А на площади выросла яблонь чудесная с яблоками янтарными, молодильными. Яблоня необычная, желание исполняет, и бусы-рекордсмены можно увидеть и зарядиться их могучей энергетикой. Лежат они в сундуке, кованом неподалеку от фонтана со сказочной птицей Гауей. Верьте в чудеса, и ваши мечты исполнятся. Так, ну-ка мне птицу дайте. Вот это. Так, где сундук? Где этот сундук? Дайте мне что-нибудь потрогать. Ну и что, ничего страшного. Сейчас буду наблюдать. Ух ты, тут тоже что-то написано. Легенда о птице Гауи. Вот она птица. Вот она легенда. Где этот сундук? Я тоже не вижу. Но, видимо, нам счастье не положено. Я знаю, что в этом магазине внутри есть сундук. Может быть, в магазине. Да. В общем, а вот это скамья влюбленных. Владимир Николаевич, вы в меня влюблены? Конечно. А я думала, мне так только кажется. Кто вот его знает? Сегодня да, завтра нет. Пойдемте в торговый центр. Это самое главное. Да не закрыт он. Время-то детское. Чего же он будет закрыт? Вот очень интересно здесь. Симпатичненько. Так что надо сходить внутрь. Наверное, он не закрыт. Тарам-пам-пам, закрыт. Ну, вообще не должен он быть закрыт, но, видимо, мало работает. Видимо, темнеет, и все начинают всего бояться. Но зато здесь ведь очень красиво. А вот это Вика, это неплохое кафе, между прочим, потому что там готовят очень хороший кофе. Идем дальше. Гуляем. Эх ты, торговый центр Рауша.
Давай перейдем по пешеходнику. Перейдем. Мне нравится, что вот скоро Масленица, да? А салазки с Дедом Морозом и елка не убраны. Как же так? Что происходит? Или это не салазки? Пойдем, нас пропускают. Тут где-то пианино стояло, ты мне не дала его снять на видео. Ты куда-то все время торопишься. Нас пропускают. Нет, оно было вот там, за этим пешеходником. Вот стоит пианино, я хотела его снять. Идем, гуляем, проветриваемся. Здесь лимонтир. Развлечения на каждом шагу. А тут кофемолка. Вот так-то. Мы сегодня здесь днем ходили, все было по-другому. Теперь какая-то кофемолка. И как гриб выросла из земли, я не замечала до этого. А может и замечала. Нужно все 10 раз пройти, чтобы заметить. У тебя море песок, да? Все гуляют, потому что вообще нет ветра. Это так странно, если честно. Хотя вот мы шли сегодня днем, был истинный ветер, серьезный такой, а сейчас вообще ноль, нет его. Ну, может, сейчас выйдем на площадь Интарь-холла, и он будет, кто его знает. Посмотрим. Посмотрим сейчас. Расскажи о своих впечатлениях о Светлогорске. Мне очень понравился город, море, вот эти сосны, этот запах. Не передать словами. Я любитель природы, и для меня это вообще... Но море эмоций, и сложно их выразить в словах. Да, здесь нужно побывать, и нужно, вот особенно над обрывом, постоять молча, посмотреть на это бушующее море внизу. Это первое. Второе, пойти по променаду, полностью по нему пройти от начала до конца. В одну сторону, в другую сторону. И сходить, посмотреть везде достопримечательности. Но самое главное, просто погулять по городу. Если ты идешь, просто наблюдаешь, ты узнаешь очень много о людях, которые здесь живут. Это афиша. Есть тут экспозиция такая, музей Мирового океана. Люди моря называется. Вот тут вот дают на прокат вот такие вот машинки. Ну, естественно, не сейчас уже. И вот видите, сколько на стоянке машин? Это значит, что сейчас идет какой-то концерт. И все занято. Возможно, в связи с праздником люди выехали. Но мы же видели автобус КВНщиков. КВН-соседи. Ну так значит, КВН, наверное, и идет какой-нибудь промежуточный конкурс. Вот там торговый центр. Музей уже не работает в любом случае. Пойдем в торговый центр. Вот написано торговый центр. Значит, можно туда пойти. Киноленд, Марио — это пиццерия. Киноленд — это, конечно же, кинотеатр. Вот такие исследователи вечерней городской жизни. Торговый центр. Такое чувство, что это въезд на парковку. Почему внизу написано, что торговый центр? Ну, давай поищем. Может, где-то есть здесь, не знаю. По-моему, здесь кто-то моет полы, никакого торгового центра здесь нет. Пойдем туда, наверх. Мы, наверное, должны были наверх пройти, а вывеска просто закреплена более ниже, чем другие вывески. Ее же куда-то надо засандалить было. А здесь, скорее всего, въезд в подземный паркинг.
Да ладно, нам же надо ошибаться где-то. Мы же хотели приключений, исследований. Да, мы вообще такие отчаянные. Мы прям зашли на парковку торгового центра или еще куда-то, где моют полы, мамочка. Пошли наверх, вот сюда. Вот сюда нам. Нет, это театр эстрады. Подожди. Здесь нет? Здесь может вход, но куда-то все равно войдем. Я вот здесь ходила, помню, в прошлом году. Позапрошлом. Ходила здесь, мы ездили на Мастера Маргариту. Да? Сейчас узнаем, сколько раз нам придется обойти это прекрасное, красивенькое здание такое, да? Шедевральное. Где? Ну вот я ведь вижу торговый или центр или что. Закрыт? Не может быть. Ты что? Ну вечер-то только начался. Как что-то может быть тут закрыто? Собачка бежит. С ошейником. Чья-то собачка. Вот, мы пришли. Настоящий янтарь, светлое солнце. Этот магазин явно закрыт. Вот сейчас идет в кинотеатре фильм «Лед». А Соника мы уже посмотрели. Там этот, как его, Джим Керри, просто шедевр. Если вы хотите посмотреть на Джима Керри в лучшем его проявлении, смотрите Соника. Это просто фантастика какая-то. Так классно. Ух ты! Узел. Скульптура. То-то же. Так, ну, тут какой-то у нас развлекательный центр. Здесь нам 4 года. Так, празднование было. Кассы кинобара. Здесь играют дети. Здесь картины, вырезки всякие с звездами. И пиццерия. Пицца Марио. Здорово. Интересно. Так классно все сделано. Все в звездах. В разнообразных фотографиях звезд. И картинах. Киркоров. Ну да, наверное. Я только даже не знаю, где он вообще в принципе находится. Янтарная галерея «Второе солнце». Экскурсия по действующему цеху обработки натурального янтаря. Тут вот можно помассажироваться даже. Тут просто посидеть. Ну, все есть. Красота. Плохие парни. Навсегда. Мы смотрели. Было тоже весело. Выходим. На концерты мы сегодня не пойдем. На концерты нам не надо. Так, а нам, наверное, туда же, да? Там выход? Можем здесь выйти. Ну, пойдем обходить. Интересно же. Такой вот прям архитектура этого здания, она меня прям поразила. Мы здесь вот не бродили в прошлые разы. Это прям так интересно. Кто-то тоже забредал под парковку. А вот тут что за вход? Тоже какой-то вход. Там, ну, значит, там какой-то еще бар находится. Много всего. Интересно. Музыку слушаешь? Да, да, слышу. Тут вот тоже ресторан. Белый кит. Кафе Белый кит. Видишь? Сейчас идет концерт. Вот это ты и слышишь. Концерт, наверное, КВН идет, да. Вот оно, кафе.
кафе, вот сюда заходишь, сидишь с детишками. Интересно так. Вот так не прошли бы мы здесь и не узнали бы, что тут кафе есть. Представляешь? Это же фантастика какая-то. Так, а мы сзади здания, представляешь? Мы просто вышли сзади, где море. Вот, слышите его шум? Да, я слышу. Так, ну ладно, мы, наверное, спустимся здесь, а потом пойдем домой. Всем пока. Надеюсь, что вам понравилась экскурсия по вечернему Светлогорску. И до новых встреч. Если что-то еще будем снимать, обязательно расскажем.